остается без внимания. С вами Питер Лавель. То, что Запад критикует Россию, не новость. Российская политическая элита не желает идти на уступки, лишь бы не поссориться, и четко определяет круг национальных интересов. Отчего убежденные в собственной исключительности правящие круги Вашингтона приходят в бешенство. Программы. На связи из Вашингтона Питер Кузник, преподаватель истории в Американском университете и директор Института ядерных исследований. Наш гость из Провиденса Владимир Гольштейн, доцент славистики в университете Брауна. А в Брюсселе Гилберт Доктороу, международный обозреватель, специализирующийся на России. Итак, господа, по правилам нашей программы вы можете вступать в дискуссию в любой момент, и я прошу вас не стесняться. Питер, первый вопрос к вам. Я учился на историка и могу сказать, что истоки западной русофобии обнаруживаются в конкретных периодах прошлого. Можно вспомнить и наполеоновские войны, и Крымскую войну 50-х годов позапрошлого века. К какому периоду, на ваш взгляд, восходит риторика западных политиков? Ведь это давнее явление, причем со временем оно особо не изменилось. Я прошу вас, отвечайте. Главным истоком я бы назвал 1917 год, когда в России произошла революция. После нее Запад не на шутку испугался, что советская модель революции станет образцом для других стран по всему миру. Этот период заканчивается в 30-х годах, когда президентом становится Рузвельт. Напряженность в отношениях с Советским Союзом спадает. Затем наступает редкий период дружбы во время Второй мировой войны. Но еще до ее окончания намечаются предпосылки холодной войны. Далее сенатор Артур Ванденберг говорит Трумэну: если вы хотите провести свою доктрину через Конгресс, нужно напугать американцев до чертиков. И таким образом в 1945 году начинается, а в конце 40-х набирает обороты период очернения Советского Союза. Он продлился большую часть холодной войны, но к ее окончанию критика смягчилась. И наступило время, когда Советский Союз казался уже настолько поверженным и ослабевшим, что США приняли по отношению к нему более патерналистскую позицию. Однако в последние годы Путин восстановил мощь России, и критика снова набирает обороты. Началось все в 2014 году, чуть более года назад. Однако последние полтора года эта тенденция неумолимо растет. И Россию, и Путина все больше демонизируют. Путин — это второй Сталин, Путин — это второй Гитлер, это агрессор, который хочет возродить Советскую империю. Да, между тем... И захватить мир. Между тем, я обращаюсь к Владимиру, между тем Россия взвалила на свои плечи сирийский вопрос, перехватив инициативу у Барака Обамы. Причем дважды. Вы ведь хорошо разбираетесь в литературе. Скажите, в чем дело? У меня такое ощущение, что все зло проецируется на Россию. Все несовершенства западного общества, и в первую очередь американской внешней политики, все свои недостатки США переносят на Россию. Для Запада Москва подобна проекционному экрану, на который удобно перенаправлять свой отрицательный образ в мире. Что-то вроде этого. Прошу вас, вам слово. Go ahead. Да, я полностью с вами согласен. Рассмотрим такой пример. Запад традиционно очень ревностно относился к колониализму. Но свои устремления он всегда проецировал на Россию, мол, это Россия занимается экспансией и хочет захватить другие страны. По всему миру Запад внедрял собственную систему, попутно обвиняя в экспансии и навязывании своей идеологии советский коммунизм. Это не значит, что Россия или СССР абсолютно невиновны. Однако столь продолжительное и, на мой взгляд, агрессивное проецирование четко указывает, что в датском королевстве явно что-то подгнило. Слишком уж Запад торопится с выводами. Соперничество — это еще одна сторона вопроса. Питер говорил о революции 17-го года, но я бы отмотал еще дальше, к 19 веку. Сразу же после того, как Россия и Великобритания одержали победу над Наполеоном, растущая мощь России
России начала вызывать в Англии крайнюю нервозность и беспокойство. Распространилась русофобия. Британцы полагали, что Россия чересчур о себе возомнила. В 20 веке, сразу после победы СССР и США во Второй мировой войне, Америка также усмотрела угрозу в усилении Москвы. Они считали, что ей надо дать отпор. Россия — это огромная необъятная страна с огромным культурным многообразием. Именно поэтому на нее легко проецировать собственные пороки. Также надо помнить, что Россия — многоликое государство. В нем соединяется хорошее и плохое, сила и скоредность, духовная бедность и духовное богатство, поэтому проецировать на нее собственные недостатки очень удобно. Это страна со сложной культурой, чего вы никогда не узнаете из западных СМИ, по крайней мере, в последние 30 лет. Гилберт, вопрос вам. Питер заметил, что после распада СССР США решили, будто могут смотреть на Россию свысока. Запад постоянно демонстрирует к России какое-то миссионерское отношение. Если верить западным СМИ, можно подумать, что Запад пытается спасти Ближний Восток от самого себя, но если бы США и их союзники держались от этого региона подальше, нам бы вообще не пришлось иметь дело с подобными проблемами. Россия пытается помочь, и ее немедленно начинают демонизировать за вмешательство в чужие дела, при том, что ее туда позвали. В западных СМИ никогда об этом не говорят. Вот в чем дело. Давайте разделим две упомянутые в вашем вопросе проблемы. Первая — демонизация, а вторая — высокомерное отношение. Вместе они дают довольно сильный эффект. Однако следует учесть, что США высокомерно относятся к большинству стран. Они свысока смотрят даже на Китай, который является не таким уж мелким игроком на мировой арене. То, что они надменно относятся к России, необходимо рассматривать именно в таком расширенном контексте. Мы номер один, а также номер два и номер три, а все остальные находятся где-то в конце списка. Запад и Россия пережили долгий период холодной войны, но никогда за все те годы не возникал элемент демонизации страны в американских и западных СМИ, что сейчас значительно усложняет для России возникшую проблему. Причина, по которой тогда подобное не происходило — страх смерти. Сейчас США оказались избавлены от той угрозы, которую представлял собой Советский Союз. Они понимали, что та страна была их ровней и при необходимости могла развязать ядерную войну. США знали о последствиях ядерной войны. Проблема демонизации возникла в 80-е годы XX века и связана с программой «Звездные войны», техническим развитием и попытками достичь технического и стратегического превосходства над всеми остальными странами, включая Россию. Тогда-то этот страх и пропал. Нужно ли было его заглушать? Нет. Все факторы, которые имели место до окончания Холодной войны, а также возможность взаимного уничтожения, существуют и сейчас. Никто не знает, насколько эффективными окажутся их противоракетные комплексы. Нужна необыкновенная опрометчивость, чтобы рискнуть будущим США или любой другой европейской страны, сделав ставку на то, что стратегический первый удар сможет сбить российские ракеты. Гилберт, вы привели очень убедительные аргументы, но мне хотелось бы вернуться к Питеру. Гилберт абсолютно прав. Это было бы крайне опрометчиво. Но если взглянуть на политику, которую проводят США и другие страны в отношении России, я имею в виду Украину, Ливию, а теперь и Сирию, возникает вопрос. Возможно, виной всему американская исключительность. Мы можем делать, что захотим, а остальные должны следовать нашим правилам. Однако Россия говорит, может, мы будем следовать вашим правилам, а может быть и нет. Мы будем делать то, что хотим, и не позволим Вашингтону нам указывать. Я бы хотел отметить несколько моментов в ответ на слова Гилберта. Он, безусловно, во многом абсолютно прав, но необходимо рассматривать этот вопрос в контексте имперского мышления США. Вспомним руководство по оборонному планированию, принятое в 1992 году. Его составили неоконсерваторы, которые позже основали проект «Новый американский век» и заняли руководящие должности в администрации.
администрации Буша. Целью этого руководства был мир, в котором бы ни одна страна никоим образом не смогла бы бросить вызов США. Чарльз Краутхаммер назвал это однополярностью. Соединенные Штаты не допустят появления на мировой арене соперника, который мог бы бросить вызов американской гегемонии. Мы эффективно подорвали военные, политические и экономические возможности России. 90-е годы были для нее катастрофическим периодом. В проведении шоковой терапии своей экономики российские власти обращались за помощью к советникам, многие из которых были из Гарварда и Колумбийского университета. Продолжительность жизни в России тогда упала на 9 или 10 лет. Экономика сократилась до размеров голландской. В тот период Россия была сильно ослаблена. Затем, в 2006 году, Совет по международным отношениям опубликовал крайне важную статью, в которой говорилось, что США впервые достигли стратегического доминирования. Если бы мы напали на Россию и Китай с использованием ядерного оружия, они бы даже не смогли нам ответить. Мы, наконец, достигли того доминирования, к которому стремились, о чем говорил Гилберт. В реальности же все совсем иначе. Россия провела модернизацию, нарастила свою мощь и снова стала сильной. И теперь она вместе с Китаем бросает вызов однополярному миру, которым так упивались США. На мой взгляд, это и есть контекст, в котором объясняются попытки США демонизировать Россию с тем, чтобы вернуть себе прошлую гегемонию и доминирование. Однако им это не удается. Ведь, согласитесь, у многих дела в мире, где заправляют США, идут не слишком хорошо. Сейчас нужны здравомыслящие люди. Сама Россия ясно дала это понять. Когда Путин был на Генассамблее ООН, он сказал: «Нас пригласили в Сирию. Мы будем бороться с терроризмом. Если хотите присоединиться к нам, хорошо. Не хотите? Не надо». Такова их политика. То, что США так остро на нее реагируют, контрпродуктивно. Существование России, Китая и блока БРИКС — это реальность. Но, похоже, в Вашингтоне никак не могут осознать этот факт. Что ж, вам слово, Владимир. Я согласен с вами и Питером. Мне кажется, что ключевым моментом был распад СССР и конец первой, так сказать, холодной войны. К сожалению, США сделали много неверных выводов. Во-первых, они решили, что могут добиться мирового господства, что говорит об исключительном высокомерии. Как бы вы ни пытались, вы не можете контролировать весь мир. Это нелепая идея. А второй неверный вывод заключался в том, что распад СССР является достижением США. Разумеется, советская модель государства не была особо успешной, в результате чего страна распалась. Америка пришла к выводу, что наш путь шокового капитализма и перераспределения богатств наиболее эффективен. Сейчас, 30 лет спустя, мы можем наблюдать фиаско на обоих фронтах. В плане внутренней политики экономическое положение многих американцев оставляет желать лучшего. Недавно я читал статью о том, что сейчас умирает больше белых американцев в возрасте от 50 до 60 лет, чем раньше. Они спиваются, принимают наркотики. Экономика, основа страны, сейчас не в лучшем состоянии. И США пытаются навязать эту несостоятельную модель остальному миру. Очевидно, это не работает. Каким-то странам это не нравится. А бедные государства, по сути, только страдают от этой шоковой терапии, когда американская элита вступает в сговор с элитой на Украине или еще где-то. И вместе они начинают эксплуатировать природные ресурсы страны. Питер, я хотел бы высказаться. Такая модель не работает. Гилберт, пожалуйста. Питер, можно я вмешаюсь? Прошу. Мы вспомнили 19 век, вернулись к 90-м годам 20 века, но так и не обсудили текущие события. Разве что упомянули Сирию. Я бы хотел остановиться на этом подробнее. Русофобия, движимая идеологией, начинает сходить на нет. Кризис беженцев в Европе
Вступление России в гражданскую войну в Сирии встряхнули как Европу, так и США. Все это кардинально повлияло на восприятие России за рубежом и на то, как с ней обращаются. Я являюсь членом Американского комитета по соглашению «Восток-Запад». 4 ноября в Конгрессе проходили слушания, на которых обсуждалось, какие возможности для налаживания или поддержания хороших отношений с Россией были упущены в период с начала конфликта на Украине вплоть до сегодняшнего дня. Сперва у нас был лишь один представитель, который приглашал нас на неофициальные слушания в парламенте. Однако с тех пор число представителей в Нижней Палате увеличилось до 10. Это и демократы, и республиканцы. Произошло это как раз после того, как Россия вступила в сирийскую гражданскую войну, чтобы бороться против боевиков исламского государства. Европа видит в их лице серьезную угрозу и считается, что именно они стоят за кризисом беженцев. России удалось пролить свет на все то лицемерие, которое Америка продемонстрировала в ходе своей операции в Сирии, изобличить фальшь этой войны, которая продолжается вот уже год. Москва, можно сказать, устроила встряску европейским высокопоставленным политикам. Нового подхода у них нет, однако их высокомерие и самонадеянность улетучились. Запад столкнулся с новой реальностью, в которой Россия выполняет важную миссию, действуя ради общего блага. В результате восприятие Москвы на Западе меняется, а критика в ее адрес начинает вызывать все больше вопросов. Я с вами полностью согласен. Питер, переходим к вам. Я годами бьюсь над этой проблемой, особенно с начала украинского кризиса. Я рад, что Гилберт хочет заострить внимание на настоящем моменте. К нам приходят гости, осведомленные, хорошо знакомые с Россией. А большинство людей, которые высказываются в западных СМИ, вообще ничего не знают об этой стране. Особенно президент США. И я всегда спрашиваю этих гостей, как добиться перемен? Когда в Вашингтоне смогут заявить, Украина — это провал, Сирия — это провал. И хотя Владимир Путин нам не симпатичен, и нам не нравятся российские консервативные ценности, у нас есть общие интересы. Вы представляете себе подобный сдвиг? Когда мы сможем сесть за стол переговоров, соблюдая взаимное уважение? Комитет по соглашению «Восток-Запад», в котором работает Гилберт, это чрезвычайно важный проект, и я всячески приветствую его участие в нем. Я обсуждаю эту тему уже много лет. Давайте мысленно переместимся в 1948 год. Рузвельт тогда сказал, чтобы сохранить мир и стабильность на Земле, нужно 4 жандарма. Это США, Советский Союз, Китай и Великобритания. Таково было его представление о будущем. На данный момент я бы сказал, что миру во всем мире куда сильнее угрожает Америка, чем Россия. А у нас все пытаются свалить на Путина. Вы, наверное, читали недавнюю статью Маши Гессен в «Нью-Йорк Таймс» «Бесконечные войны Путина», где она рассуждает о дискуссионном клубе «Валдай» и заявлениях, которые там сделал Путин. Это изумительная статья, всем советую ее прочитать. Да. В ней нет ни капли логики и здравого смысла. Она приписывает Путину позицию, согласно которой для России война — нормальное состояние. Якобы постоянные войны необходимы ей для поддержания собственной безопасности. Но в действительности именно Соединенным Штатам принадлежит более 100 военных баз по всему миру. Именно их силы специального назначения в прошлом году провели операции в 134 странах. Именно они вступают в одну войну за другой. А Россия критикует американский милитаризм, будь то в Ливии, Ираке и так далее. Но Россия наконец-то отстаивает свою позицию, и некоторые в США одобряют ее курс. Но преобладает точка зрения, что Россия агрессор, и что ее действия в Сирии почему-то вдруг незаконны. Хотя Россия действует от лица официального правительства.
А США сбрасывают бомбы, нарушая нормы международного права. Гилберт, вам слово. Лицемерие. Гилберт, вот что меня поразило. Я наблюдал за реакцией российских властей на крушение пассажирского лайнера на Синайском полуострове. В этой ужасающей трагедии погибло очень много людей. Так вот, я не видел, чтобы Лавров прыгал и тыкал пальцем. Это ЦРУ, это Обама. Он не давал интервью в воскресенье вечером, чтобы объявить виновных. Он сказал, нужно выяснить, что произошло. Нужны доказательства. И мы хотим, чтобы наши партнеры помогли нам сделать так, чтобы погибшие упокоились с миром, и их родные узнали правду. Сопоставьте это с MH17. Думаю, вы поняли, к чему я веду. Тут речь идет уже о том, насколько зрело ведут себя официальные лица в разных странах. Вот что я хотел сказать. Я с вами согласен. Российские власти крайне осмотрительны в своих официальных заявлениях. Иногда, на мой взгляд, они несколько переусердствуют. В том смысле, что российская дипломатия ограничивает себя. Москва слишком боится ошибиться. Из-за этого компетентные люди вынуждены молчать. Это очень печально. Российские военные действия в Сирии говорят намного громче, чем российская дипломатия за последние несколько лет. Ведь тем самым Москва недвусмысленно заявила о своей позиции. Несмотря на то, что за кулисами дипломаты проводят отличную работу в переговорах с другими государствами, действуя исключительно дипломатическими методами, они избегают пиара. А США себя не ограничивают и спешат, как вы сказали, делать выводы. Питер, как только что отметил Гилберт, российская сторона действует в Сирии открыто и максимально прозрачно. Тем не менее, в американских политических кругах полно людей, которые надеются на то, что Россия потерпит неудачу. Причем они этого не скрывают. Они совершенно не заинтересованы в окончании гражданской войны. И им не важно, что лучше для сирийского народа. У них совершенно другие интересы, как правило, связанные с теми силами, через которые они опосредованно действуют в регионе. И Россию демонизируют за то, что она к ним не присоединяется. А Россия на это категорически не согласна. Я думаю, что помимо бесконечного потока критики в адрес России, речь идет и о нравственной трагедии всего мира. Питер, это происходит уже не первый раз. В 80-х годах Бжезинский принимал целенаправленные меры для того, чтобы заставить Россию вторгнуться в Афганистан. Он намеренно поощрял исламский экстремизм. Теперь эти люди воюют по всему миру, чтобы спровоцировать вторжение со стороны России. Он знал, что ей придется вмешаться. Когда это произошло, ни Бжезинский, ни Картер, ни представители его администрации не сказали, какая трагедия для народа Афганистана. Для них это была победа, они радовались, что устроили России свою Вьетнамскую войну. Сейчас мы наблюдаем то же самое. Конечно, в США есть и те, кто заинтересован в окончании конфликта в Сирии, кто не выносит убийств и кровопролития. Но не обходится и без людей, которые стремятся извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Их главная задача — ослабить Россию и Китай с тем, чтобы установить американскую гегемонию. В США каждый преследует свои интересы. С одной стороны, мы видим сторонников гуманитарных интервенций, Саманту Пауэр, у них своя повестка. С другой стороны, неоконсерваторы и Виктория Нуланд, которые подливают масло в огонь. Господа, наш выпуск подошел к концу.